Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Ваша ситуация, ваши отношения его глазами. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Мысленно, либо вслух задайте им такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Как ты видишь ситуацию между нами? Что ты думаешь о наших отношениях? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на ваши отношения глазами вашего любимого человека. Так, но он у вас сразу вот идет эгоист. Вот эгоист. Думает лишь о себе и о своем собственном интересе. Что касается вас, ну, он с вами, потому что вы полностью удовлетворяете всем его потребностям, мечтам, желаниям, хотелочкам. Вы женщина-мечта, вы красоточка, вы умничка, вы хозяйственная. У вас просто сосредоточились все женские качества, которые для него являются важными, главными. Он вами и похвастаться может, и может сами вами восхититься. Понимаете, это человек такой, знаете, хитренький. А бы с кем отношения он строить не будет. Ему нужна женщина особенная, а женщина такая, знаете, вот титулованная, да, вот женщина, которая вот как подарок идет ему, награда. А вы знаете, он и считает, что вы его награда за то, что он терпеливый, за то, что он там где-то страдал, переживал, да, какие-то катаклизмы в своей жизни перенес. Просто так себе и говорит, да, да, мне ее высшие силы дали в подарок. Да, это очень бесценный дар. И да, мне нужно за ним следить, оберегать, охранять. Этот мужчина ревнивый. Этот мужчина, он прям такой, знаете, его очень, кстати, беспокоит то, что вы очень свободная, свободолюбивая, независимая, такая самостоятельная. Его очень это тревожит. Этот мужчина решил брать вас измором. Знаете, если он не спешит вкладываться в отношения, то здесь он как будто бы условия ставит, да? Пока ты мне полностью не покорилась, пока ты полностью мне не принадлежишь, да, душой и телом, пока ты еще имеешь какую-то свою свободу, я типа буду держаться в стороне. Мне либо все, либо ничего. Вот такой вот мужчина. Хорошо ли это плохо? Ну, девочки, судите сами. Это ваша жизнь, ваши отношения. Лично я считаю, что ну, и вернее как, я за партнерские отношения, да, ну, а вы уж смотрите сами, да, кто к чему привык. Этот человек, да, он большой собственник, он большой ревнивец, он будет диктовать, что делать, чем ходить, куда ходить, с кем общаться, будет знать всех ваших подруг поименно, причем будет прям фильтровать, да, какие подруги хорошие, какие там нравятся, какие не нравятся. Этот человек просто так, знаете, вот не будет вас ни с кем делить. Если у вас есть детки от предыдущих браков, отношений, то он даже и к деткам может ревновать. Нет, этот даже может и к своим собственным деткам ревновать. Вы знаете, настолько он сам ребенок, настолько он сам может быть, ну прям не самостоятельным, настолько капризным и требовательным, что вы еще не раз будете поражены и удивлены, как так, да, взрослый мужчина, большой дядя, да, и так себя ведет, ай-яй-яй. А он упивается. Вы знаете, у него какое-то детство сложное идет, как будто бы он познал действительно очень много каких-то испытаний, лишений, тревог и какой-то, может быть, даже момент недолюбленности, недоласканности. Вот что-то такое было. И сейчас он ищет не только женщину, жену и мать детей, но и себе он ищет такую верную подругу, которая могла бы быть, извините, тире и мама. Я знаю, что некоторые девочки, они такие есть, и они в отношениях так и ведут себе, да, жена-мама. Но не все
всем эта роль подходит, и не все на нее согласны. Вот этот человек, он именно из такого теста. Ему нужна прям такая, знаете, если бы я вам раскладывала на картах Таро, вот именно аркан императрицы, потому что императрица — это сочетание всего женского, всех качеств и всех женских ролей. Понимаете, вот он такой вас и видит. А знаете, этот человек к вам горит, причем горит не только страстью, но и горит душой. Он в вас очень нуждается. И знаете, тут такой момент, он без 5 минут вас обожает и, ну, просто предан до конца своих дней. Без 5 минут говорю, потому что он еще себе внутри не разрешил эту любовь. То есть он еще от нее как-то немножечко, ну, сторонится, да. То есть она уже есть, она уже в его сердце, в его душе растет, но он пока еще, ну, не принял, да, вот это все не принял за чистую монету и сказал, что да, действительно, все моя навсегда, а я ее навсегда. Пока он еще этого боится попасть в зависимость, боится, что вы, извините, вот, да, женщины боятся, что мужчина там поиграет и бросит, а вот этот мужчина то же самое, да, он так боится, что вы его используете, что вы его обманете, что вы его бросите. Этого он очень сильно боится, очень сильно за это переживает. Вы знаете, вот ваша вот эта независимость его действительно и восхищает, то, что да, вы птичка гордая, а вы никогда не станете ни за кем не бегать, не выпрашивать, не умолять любовь, но при этом вы настолько вот независимая, непокорная, у вас такой взгляд гордый, у вас такая посадка головы горделивая, что он очень боится за это. Он боится, что он привыкнет к вам, отдаст свое сердечко. А вы возьмете в коллекцию его сердечко, положите в шкафчик, да, где у вас уже 1001 сердце лежит, да, закройте его и дальше пойдете, да, своей жизнью искать себе нового, скажем так, кавалера, да, новое сердечко в коллекцию. Вот этого очень боится. Вы знаете, вот есть в его окружении какой-то мерзкий типок. Вот он, видите, вышел. Прям даже не хочется называть его мужчиной. Просто это какая-то вот, ну как, ну не знаю, шакал какой-то маленький. Вот прям такой вот хитрый, скользкий тип. И этот тип, он постоянно какую-то грязь. И про вас может что-то говорить, и там, что все женщины одинаковые, им только там деньги подавай, им богатство подавай. И он, конечно же, он не верит, да, конечно же, он как в полуха это все слышит, но, понимаете, если постоянно капать, да, вода камень точит, да, вот приходит это мнение, приходит как восприятие, то есть как на подсознание у него это все отпечатывается. У этого человека могли быть отношения, у него мог быть очень печальный опыт в любви, мог он обжигаться, причем обжигаться достаточно конкретно, обжигаться не раз. И знаете, там женщины такие были какие-то и похотливые, и меркантильные, и такие вот, знаете, вот все из себя. Вот он сейчас, вот типаж какой-то вот определенной женщины, он просто на дух не переносит. Он когда их видит, похожих, он прям начинает чуть ли не плеваться, да, вот такой момент, вы уже в нем замечали. Если у него была бывшая жена, вот или есть бывшая жена, то он с ней, скорее всего, вышел на тот уровень общения, да, высокого, я называю такое общение, высокое общение, когда люди могут, вернее, договориться, отпустить какие-то обидки ради какой-то единой цели, ради детей, ради того, чтобы все-таки остаться людьми, да, а не оскотиниться. Вот он смог, он ее уважает, он к ней нашел подход, она тоже к нему нашла подход, и они друзья, вот в прямом смысле слова друзья. Вы можете ревновать, но не ревнуйте, там чувств нет. То есть они условно брат и сестра, понимаете? Но и то, опять же таки, да, брат и сестра все-таки испытывают какие-то родственные связи, а у этих нет, этих просто дружба связывает. Дружба, и они ради вот какой-то цели, там, дети в основном, да, вот это их и соединяет. Так что не ревнуйте. Этот человек предан своей матери, но матерью он 100% недолюбленный. Вот он всегда вот один как перст, видите, один везде. Этот человек, вы знаете, он барьеры выставляет, точно так же, как его мама выставляла барьеры к нему. Вот представляете, маленький мальчик, который тянется к маме, обнимашечки, целовашечки, да, а она ему раз такая руку говорит: ты мужчина, ты не должен.
И вот он такой маленький, обиженный, он не понимает, а что такое, ну почему мама меня отталкивает, что это за роль такая страшная, мужчина, который не может сказать о своей любви, который не может обняться, который не может поцеловать, да, любимую мамочку. Знаете, вот как-то жестко, жестила она. А я не могу сказать, что она плохая, но то, что она жестила, это точно. Вот ваши отношения сейчас. Вы открыты, вы просто открытая книга, вы расположены к нему, вы хотите отношений, вы стремитесь к этому человеку, у вас вообще ничего, никаких ни загвоздок, никаких там, я не знаю, двойных подходов, ничего этого нет. Вы полностью открыты. Вот вы и вот ваша чаша любви. А вот он, видите, какой он на одной ножке стоит, и вот он другой ножкой барьер выставил, видите? Вот так вот мужчина ваш ведет, потому что мама его так с ним поступала. Либо вообще в случае, что мамы, например, рядом, к сожалению, не было. Либо она его покинула, либо она много работала. То есть ребенок как бы рос в нехватке любви. У меня, кстати, уже была отсыпка, где очень четко вот эта тема проходила. Возможно, это тот же мужчина пришел, и, мои дорогие, вот в этом и заключается его беда. Хотя, с другой стороны, вот вы можете по рисунку, да, по вот этой части посмотреть, да, вот это он, его голова, его тело. И вот эта часть, смотрите, какая, да, в вашу сторону. Прям как магнитом магнитится. Ох, как, девочки, он вас желает. Как же он вас желает. Ему вас всегда мало. Ему вас всегда хочется все больше и больше. И знаете, вот он такой, вот он всегда старается быть на высоте, знаете, вот прям старается. И если вы его о чем попросите, то он для вас обязательно сделает. Так что если у вас есть какие-то фантазии, какие-то мысли, идеи, проявляйте свою активность, он все воспримет на ура. А вообще он такой, знаете, любит поэкспериментировать, а к вам горит просто и душой, и душой, и телом горит. Что он думает про ваши отношения, как он их видит? Но, знаете, вот он сдерживается, с последних сил он сдерживается, чтобы не признаться в любви, чтобы прям, ну, не раскрыться полностью, да, скажем так. Сдерживаться он еще будет, пока он с вами бодается. Вы знаете, вот как измором он вас берет, да, примет, не примет, подастся, не подастся. То есть он все-таки ждет, пока вы первое полностью раскроетесь, как говорится, сдадитесь на волю победителя. Но я так понимаю, что придется сдаваться ему. Без вас этот человек не сможет. Да, он может от вас убегать, прятаться, он может какие-то даже молчанки устраивать, то есть какие-то дни тишины, когда он вот спрятался и молчит, и вы ничего про него не знаете. Потом он появляется, говорит, да, я был занят, да, у меня там телефон, да, у меня там дела. Ну, в общем, тысячу вот отмазок придумывает. На самом деле он себя проверяет, а смогу я без нее, а выдержу ли я без нее. Знаете, если вы с ним расставались, такой момент тоже мог быть, этот человек себя испытывал. Вы знаете, он с кем-то знакомился, он с кем-то пытался общаться, но его просто до тошноты, до тошноты. Вот другие женщины вообще к нему не заходят. Только вы в его голове, только вы в его памяти. Вот такая ситуация, мои дорогие. Знаете, этот человек вообще все хотел бы подвести вот к браку, к семье, к дому, к счастью, к тому, чтобы вы были вместе, к тому, чтобы вы были семья, к тому, чтобы вы объединились. Вот к чему бы он хотел подвести. Но есть обстоятельства, которые этому не благоволят. А какие-то именно обстоятельства, на его взгляд, это ваша слишком сильная, ну, загнутая вот эта вот линия, типа я сама, я все могу, мне никто не нужен. Считаю, что это уже too much, что вы слишком много себе, скажем так, позволяете свободы. И следующий момент — это его страх перед любовью, страх перед тем, что он окажется полностью обнажен перед женщиной, что женщина будет им управлять, что женщина будет его, ну, скажем так, подводить, да, каким-то этапом жизни. Ему страшно, что он ошибется, ему страшно, что без вас он умрет. Вот он так себе и говорит, вот если она от меня откажется, если она от меня уйдет по какой-то причине, я же просто умру. Я не смогу. Вот так вот он думает, девочки. Здесь очень сложный, наверное, психологический момент. Очень жаль, что я не психолог, не могу вот прям донести до вас, да, вот эту суть. Я ее, ну вот как, знаете, вот ощущаю, да, но слов не хватает, чтобы это все рассказать. Да вы и сами, я вижу, что девочки достаточно острого ума, вы и сами очень многое чувствуете, понимаете про этого мужчину. Мужчина сложный, со сложным характером, со сложной судьбой. И
Да, этого человека нужно принимать таким, как есть. Не нужно его ломать, не нужно пытаться его воспитывать. Здесь именно тот случай, что этого котика нужно приучать лаской, добром и вкусняшками. Почему вкусняшками? Да потому что он какой-то вот любит. Он, может быть, за собой следит, но на самом деле очень любит вкусно покушать, любит какую-то экзотику даже. То есть, в принципе, он готов к экспериментам не только в постели, но и на кухне. А вы очень такая, знаете, вы очень талантливая, у вас все получается, вы, может, тоже увлекаетесь готовкой каких-то необычных блюд, какой-то, может быть, необычной кухней. А вот вы его вообще цепляете, в принципе, всем. Вы цепляете его и красотой, и вашим умом, и вашими стараниями, умениями, и том, как вы живете. Вот даже как вы живете, уже его цепляет. Он вас пытается узнать. Ему очень нравится за вами наблюдать. Он, как знаете, такой хитрый охотник, пытается вас всю прочитать, узнать, да, приманить и сделать вот своей добычей. Пока вы умело уходите от этой ситуации, она его очень, с одной стороны, раздражает, да, что я не могу понять, кто она, что у нее там в голове, а с другой стороны, его наоборот, это очень сильно якорит. И вы его, вот он хотел бы вас поймать, а на самом деле вы его поймали. Он об этом догадывается, но как гордый мужчина пока этого не признает. Мои милые, эти отношения еще будут продолжаться. Этот мужчина, он на вас залип. Ему сложно будет от вас, скажем так, отойти. Но не перегибайте палку. Знаете, что этот мужчина, он еще ну, может нервы потрепать. Вот извините, но скажу прямо как есть, не буду скрывать. А, Терпения вам, выдержки, приручите этого дикого котика, он станет самой ласковой кисой, будет мурчать и покорно лежать у вас на коленках. У вас это получится. Если у вас будет к этому интерес, у вас получится все. Потому что я вижу, что вы, ну, вы реально лучше, чем он. Вы смотрите, какая большая, вы классная, а он такой вот маленький, пытается хорохориться, да, но у него как-то не очень получается. Мои милые, добра вам, счастья, любви. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.